занятия кудис лос Сошарыш кыжи астес вожматыны интернетен союзник ми учам чапакта проекта демес кудис милям ишкарым богатысал та тема с кыжикен отун суковераны, но союзник этим Вера Трефилась, Вера Вондер, Вера, если он до сих пор над никнейме. В принципе, все. Передаю полностью занятие в руки Веры. Бурчукнаен. Да, джитен. Аныкайос Бурджитен. Меня зовут Вера Трефилова. Сегодня я проведу вам лекцию про блогинг. Это будет интерактивная беседа, поэтому смело задавайте вопросы. Если у вас есть какие-то идеи, то тоже их задавайте, да, в формате диалога. Меня зовут Вера Трефилова, у меня 20 тысяч подписчиков в Инстаграм и ВКонтакте. Много? Да. Поделитесь, какое количество подписчиков у вас в Инстаграмах? 800, ага. 1000, угу. Не знаешь? Не смотрел давно, да? Угу. Так, а маркеры где у нас? Все, отлично. Угу. Кто себя считает продвинутым блогером? Поднимите руку. Кто среднячок? Ну и отлично, я как раз готовила лекцию для начинающих. Кто такой блогер? Кинцо-блогер. Фотографии, которые выкладывают, видео, да? Все из вас выкладывают фотографии, видео, тексты какие-то, картинки не свои, да? То есть смело можно сказать, что все мы с вами блогеры, да? Да, а личной странице. Нет, можно и продвижение своих. Поэтому я сегодня смело вас буду называть блогерами. Нравится? Да? Ну что же, уважаемые блогеры, я вам всем раздала чек-лист, который остается вместе с вами. Это мой интеллектуальный труд, поэтому копирование запрещено, это остается только вам. Это мои наработки, плюс там есть классные упражнения, которые мы сегодня с вами разберем. Понятно? Идем дальше. Сейчас очень важно понять, какие виды блогов бывают, для того, чтобы двигаться дальше. Подскажу. Развлекательные. Подскажу. Обучающие. Еще варианты есть? Ну, это вот там. Ну, сейчас все поймете. Я делаю продающий контент. Ты сейчас про это. Я делаю развлекательный контент, обучающий контент. Что я еще могу? Ну, информационно это либо здесь будет. Лайфстайл. Улон стиль. Понятно? Улон стайл, пусть будет так. И здесь еще такое ответвление есть, но я думаю, что это не ваша тема, хотя бывает исключение. Стрим. Слышали, что такое? Ага. Стрим – это когда подростки комментируют игры, или даже взрослые люди. Понятно? Да? Игры, да. Майнкрафт, танчики, все остальное. Понятно? Возможно, если у вас есть парни-подростки, ну, мальчики-подростки, они стримят. Мужчины-подростки, да, тоже стримят. И сейчас давайте подразберем, да, для того, чтобы... Сейчас очень важно понять структуру, а дальше я буду говорить вам про плюшки блогинга, которые вы можете получить. Развлекательный канал. Какой может быть? Блог. Про что? Вижу, что не понимаете, подсказываю. Танцы, например, танцы, музыка. Смешные видео. Челленджи. Что такое челленджи, знаете? Вот тут. Анпакинг. Знаете, что такое?
Анпакинг — это когда я разбираю коробочку на видео и показываю. Мгм. Между прочим, каналы, где раскрывают киндер-сюрпризы на камеру, у них сотни миллионов просмотров у таких каналов, у первых. Анпакинг или анбоксинг. Мгм. И еще лайфхаки, да, например, здесь могут быть. А пранки, знаете, что такое? Розыгрыши, ага. Еще что здесь может быть? Какой-нибудь веселый текстовый контент, так ведь? Веселый контент текстовый. Еще? Ну, конечно, вы же пришли со знаниями, давайте я вам подскажу. Фотография. Причем здесь может быть и художественная, и мобилография. И так далее. Обучающие про что могут быть? Экспертный блог, когда вы делитесь своим мнением. Вебинары, обзоры. Еще очень популярно разоблачение мифов. Знаете такое, да? Ну вот оно где-то вот между этим и этим. Я бы и сюда поставила, и туда поставила. Если, например, миф разоблачает эксперт, да? Угу. Например, сегодня я разоблачаю миф, что все удмурты черненькие. Угу. Например. Да, тоже языки. Ну вот это как раз экспертный блог. Когда я эксперт в чем-то, я обучаю. А если вот как вы говорили, когда она с ребенком просто они что-то разбирают, повторяют тем самым, изучают тем самым слова, больше развлекать? Ну вот тут на грани. Это может быть и там, и там. Да, это вот может плюсоваться в различных каких-то вариациях. Ага, а лайфстайл-блог, улон-стайл, Марсо? Ну, мода — это экспертный блог. Путешествия, ага. Тусовки. Я сходил, поел. Угу. Понятно, да, это в кавычках говоря? Что еще в лайфстайл? Ну, в общем, свою жизнь, да, когда все вертится вокруг моей жизни. Понятно? И это все, конечно же, может пересекаться. Лайфстайл с развлечением, лайфстайл с обучением, обучение с лайфстайл, обучение с развлекательным. Угу. А вот у Шишиховой, который был? Я думаю, у него лайфстайл. А ты как думаешь? Ну да. Ага. Понятно? Сейчас выберите, пожалуйста, свою позицию, про что ваш блог, товарищи блогеры, и свою нишу. Да? Отношение к жизни. Хороший вопрос. А какое отношение к жизни? Очень глубокая философия или задолбали меня эти грязные дороги? Нет, философия. Философия? Ну давайте. Философия — это про что? Наверное, обучающий, да? Экспертный блог. Ну вот тут тоже такая интересная грань. Я, например, в свое время тоже начала с философии, с такой общей, и ушла в экспертный блог, выучившись на коуче, например. Да. Это мой блог в Инстаграме. Меня зовут Вера Вандербера. Луч света в царстве инета. Жить, а не существовать. Аккредитованный коуч и запись на коуч-сессию. В своем блоге я рассказываю про философию, про психологию, иногда что-то такое развлекательное даю. Могу похулиганить немного, очень смело. То есть, как бы, да, я люблю это дело. Иногда видео с котиком записываю. Ну и мне бы хотелось чаще, но не подготовлен фотосет для психологии удмуртов. Меня это очень сильно увлекло, и, возможно, будет лекция про психологию и философию удмуртского народа. Я вас приглашаю. Интересно заглянуть вглубь себя, да, посмотреть, с чем мы, с каким кодом сюда пришли, как удмурты. И изначально я начинала свой блог, ну, вот так вот. Моя жизнь. Вот я туда съездила, вот это поела, вот я туфельки купила. Потом он становился популярнее со временем. Я начала делать рекламу. Моя первая реклама — это реклама бровей.
Я такая, что, 400 рублей не потрачу на брови, прикольно. Но опоздала, на такси туда потратила, туда-обратно, в итоге больше потратила денег, чем на брови. Вот, и сейчас я уже практически не делаю рекламу, потому что у меня философия блога определенная, я делаю только если эко-тема, и эко, саморазвитие и удмуртские какие-то тематики. Это то, что я готова брать и рекламировать. Поэтому беру не все, и на рекламе я, конечно, зарабатываю. Мой пост, например, стоит 4000 рублей плюс товар на рекламу, но мне это не интересно. Я достаточно хорошо зарабатываю, чтобы не перебиваться рекламой. Ну и меня и самой раздражает, потому что я хочу нести свою линию, а тут реклама, 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 реклама. У всех может быть свое отношение к этому, да, но мне интереснее себя продавать и нести свой смысл, не перебивая его рекламными постами. Но иногда я выкладываю то, что мне нравится. Помню, где-то в 2018 году я задала себе вопрос. Так, а если я рекламирую других людей, да, и переливаю трафик им, почему я не могу рекламировать себя? Но рекламировать было нечего. Так я начала создавать свою линейку продуктов. В прошлом году я продала линейку вебинаров. Они стоили от 300 рублей. Кто-то, может быть, смотрел их. И это такой получился фикс-прайс, очень крутой. Цена маленькая, 4 вебинара классных. И у меня их купили в огромном количестве. И то есть на выходе я получила сумму очень приличную. Да? Вот как фикс-прайс и магниты работают. Мне достаточно понравилась такая схема, и сейчас я ее продолжаю транслировать. Например, вебинары про саморазвитие. Да, у меня есть линейка вебинаров, которые стоят 350 рублей и которые стоят 1500 рублей. И тот, который за 1500, его покупают меньше, и поэтому ценник я получаю меньше в итоге. А те, которые за 350, их покупают больше, понимаете, да, и я получаю больше. Поэтому очень важно копировать свои успешные стратегии из прошлого, да. Если они успешны, почему бы и да. Угу. Вот, и мой максимальный рекорд, который я заработала на своем инстаграме с помощью продуктов, рекламы, консультации, это 220 тысяч рублей в декабре прошлого года. Круто? Да, это реально, это возможно, люди зарабатывают в инстаграмах. Угу. Ничего сверхъестественного, я рекламу у крупных блогеров не покупала, я развивалась сама, пишу сама, фотографирую сама, пишу тексты сама. Более того, я скажу, я получаю огромное удовольствие от этой работы и от обратной связи. Угу. Плюшки блогинга. Надо было написать шунянь, шаньгаос. Блогинг, сейчас поправьте меня, блогинг. Нет, забыла. Блогинлен, да, блогинлен перепечь ее сыз, не сэс, да? Сыз, да. Ага, это бартер, деньги за рекламу, приглашение на мероприятия, обучение, путешествия. Я очень много ездила по России в блогерские туры, была в Казани, была в Нижнем Новгороде, ездила в Чечню. Представляете, просто вот за счет Инстаграма. Вместе с организатором мероприятия Владом Степановым мы ездили в Финляндию, тоже поездка была оплачиваемая за счет финского государства в честь проекта моего Инста-Удмурточки. Это узнаваемость, это предложение и связи, это развитие личного бренда, продажа своего продукта, амбассадорство. Понятно, что такое? Когда я представляю какой-то один бренд. Я лицо этого бренда и оплата за присутствие. Вот это моя вообще самый любимый способ заработка, когда мне говорят: Вера, придите просто, мы вам денег заплатим. Вот это продавать свое присутствие. Это... Да. Ким Кардашьян тоже активно продает. Да, начала. Но это круто, ты понимаешь? Пришел на тусовку, выкладывать ничего не надо, если хочешь, можешь сторис, просто ты есть, и тебе заплатили денег. Классно? Поделитесь, дайте обратную связь. Что вам больше всего приятно из этого списка? Вас часто узнают? Фотографируют? Ну, достаточно. Не каждый первый, конечно, подходит.
Развитие личного бренда. Мгм. Можете записать себе. Путешествие, ага. Ладно, деньги что? Че, Удмурты скромно, денег что ли не надо? Все круто. Мгм. Оплата за присутствие. Вот, я первый раз слышу такое. И у нас в Ижевске такое есть. Да, такое есть, пожалуйста, я живое олицетворение этому. Блогером быть классно, блогером быть круто, это модно, это будущее, и если есть внутри желание, то в любом случае важно его культивировать, нарастать знаниями, нарастить это желание знаниями и двигаться вперед дальше. Какого почему же у вас вот ВКонтакте поменьше подписчиков? А в Инстаграме больше? Хороший вопрос. Смотрите, в Инстаграме сейчас очень много авторинга, авторов. Поэтому Инстаграм, у него есть специальный алгоритм, который режет охваты. Как думаете, для чего? Нет. Все делается на пользу и на благо нам. Он специально режет нам охваты, чтобы мы делали контент лучше, интереснее, интерактивнее. Понимаете, да? Чтобы больше вовлекали людей. Чтобы не стояли на месте, а двигались вперед, да. Потому что из-за чего? Кто меня слышал? Из-за чего охваты режет? Контент. Много контента, много авторов. ВКонтакте авторов меньше. Все вот как ломанулись в Инстаграм года 3-4 назад и сидят. А ВКонтакте как-то вот... А ВКонтакте, да, репостики одни. И мало блогеров, поэтому ВКонтакте есть... ВКонтакте там, наоборот, охваты поднимают. Аккаунт, алгоритм. Но очень важно не копировать, не вырывать чужой текст и поменьше ссылок, особенно про Инстаграм. Это две конкурирующие компании, ВКонтакте и Инстаграм. И если вы заметите, если вы, например, выложите ссылку на Инстаграм, то у вас охваты будут ниже, чем обычный пост. ВКонтакте очень важно писать оригинальные тексты. Понятно? И ваши публикации будут подниматься в топ за счет того, что авторов не так много. ВКонтакте есть два алгоритма – Немезида и Прометей. Немезида карает тех, кто ворует чужой контент и занижает охваты, а Прометей, наоборот, дает больше охватов хорошим авторам. Мне кажется, я словила Прометея, потому что у меня там очень высокая активность, и когда я провожу прямые эфиры, они мне вылетают в топ по стране. То есть я, например, провожу прямой эфир ВКонтакте в Инстаграме. В Инстаграме у меня за 40 минут посмотрели там 350 человек здесь и сейчас, а ВКонтакте за это время 11 тысяч человек. То есть, если я бы хотела создать свой магазинчик, мне все же соваться с ним в контакт. А ты и туда, суйся. Суйся во все щели. Еще и в Одноклассники. Еще и в Одноклассники, да. Если свой магазин, конечно. А вы видите по возрасту разницу между контактом и Инстаграмом? С Одноклассниками понятно. В Инстаграме я вижу такую, есть определенная творческая, тонкая прослойка творческой интеллигенции, которая сидит в Инстаграме, они варятся друг в друге. И блогеры, которых знают в Инстаграме, якобы все, их на самом деле, если выйти в Ижевск, их мало кто знает. А контакт он такой более для простых смертных, да. А вот там в Инстаграме творческая интеллигенция. И эти простые смертные приходят ко мне на консультацию. Что, как там? Я вообще не понимаю. ВКонтакте просто, а тут что я вообще? То есть как-то интерфейс им даже непонятен. Я вам дала раздатку. Чек-лист для тех, кто хочет стать блогером. Откройте первую страницу. Все понятно пока? Не гоню? Не тороплюсь? Для начала определитесь, что вы хотите от своего блога. Целей всего 3. Слава, деньги и супер уровень, и то, и другое. Подчеркните нужное. Я скажу по себе, что изначально я шла ради славы в Инстаграм. Мне этого очень хотелось. Потом я узнала, что можно еще и зарабатывать, коммерциализировать свою страничку. И
Сейчас мне уже не столько узнаваемость нужна, как-то я успокоилась в этом плане, поработала, посаморазвивалась. Сейчас для меня это заработок, да? Для меня это стабильность, для меня это вклад в мое будущее. То есть правильный ответ это один, да? Ну да, на 2015 год. Отметили? Мы сейчас говорим о том блоге, который вот у нас уже есть, то есть свою страничку, или о том, что бы мы хотели сделать. Новый. Я не знаю, Наташ. Выбирай сама. Хорошо. А у тебя тебе не хватило? Посмотри, вот он, чек-лист называется. Ага. Далее, второй пункт. Проверьте свое желание завести блог от 1 до 10. Угу. Кто сколько поставил? 8. 8. Фарта восьмерок. Отлично. Еще ваши варианты? 10? Угу. Кто еще сколько поставил? На, передайте, пожалуйста. Веронике. Угу. Кто поставил 10? Поднимите руку. Угу. А у кого меньше 5? Ну, отлично, вы бы здесь не были, да? Как думаете, с чем связано то, что я спросила у вас про желание? Ну, собственно, все остальное, наверное, оттуда и будет расти. Угу. Угу. Главное желание и очень большое. Читайте дальше, да? Можете смотреть, можете слушать меня. Каждый день в России забрасываются тысячи блогов. Возможно, вы тоже когда-то начинали и забрасывали. Было такое? Сколько у меня мертвых страниц. Я буду вести про это. И 2 месяца повела, и все как-то кануло в лету. С чем это связано? Отсутствие регулярности. Угу. Многим хочется моментального результата, но очень важно понимать, что если я хочу ребенка завтра, а забеременела я вчера, завтра я этого не получу. Да? Иногда для достижения каких-то целей важно подождать. С блогами, скорее всего, будет так же. Далее, нехватка контента. С чем это связано бывает? С тем, что человек не понимает, что он транслирует в своем блоге, для чего ему это. Угу. Поэтому важно понимать, что вы транслируете, и заранее планировать фотосессии. Отсутствие продаж. Как можно поднять продажи? Блог не приносит прибыль. Ага. Как можно поднять продажи? Если там есть продукт, его не покупают, не заказывают. Угу. Ну вот там подсказка есть, да, собрать обратную связь от знакомых, что можно улучшить в вашем блоге, или про товар спросить. И, возможно, не хватает дополнительного трафика людей. Это уже продвижение. Да, это будет дальше. Мало активности от подписчиков. Тоже очень часто забрасываются блоги, потому что лайков мало, меня никто не комментирует, я никому не нужен. Нужен. Просто раскрывайся сильнее. Да, что очень важно здесь сделать? Искать, пробовать и задавать те самые вопросы. Какие те самые? Те самые открытые. Call to action называется. Бьющие в цель. Критика и хейт. Ну, давайте, поднимите руку, кто ловил когда-нибудь критику или хейт в свой адрес. Угу. Тут очень хорошая фраза есть. Чем больше Сергей говорил про Петю, тем больше мы узнавали про Сергея. Я пишу критику, но у меня такая. Ах, вот ты какая! Критика — это не про вас, а про того, кто критикует. Запомните, это самое главное. Угу. Отсутствие продвижения. Продвижение — это время или деньги, или время и деньги. Поэтому важно понимать, что вкладываться придется. Поэтому, если у вас желание на 8, как вы думаете, хватит вам этого запала? Не очень, да? 8. Прямо, понимаете, жечь должно в 5 точку. Вот хочу. Вопрос, для чего мне блог? Это был тот первый, да? Слава, деньги или то и другое. И очень важно понимать, вот там внизу приписочка, что люди — существа, которым от вас что-нибудь нужно. Я про что? Это про то, что коммуникация — это всегда про двоих. Так ведь, да? Ну или я и люди.
И в этой массе тоже я выстраиваю коммуникацию с каждым человеком. Просто я это не вижу, а человек это со мной выстраивает. И в этой коммуникации всегда что-нибудь кому-нибудь, да, нужно. Понимаете, да? Вот люди, например, которые друзья и не общаются так классно и получают... Что они получают вот от этого общения? Внимание, эмоции, удовольствие, да. То есть всегда мир вообще, общение людей — это большая ярмарка, где мы продаем, да, друг другу что-либо. И очень важно понимать, что люди — существа, которым от вас что-нибудь нужно. А если им что-нибудь нужно, то значит что? Надо им что-то дать. Все правильно. Нет, не выложила я это, тогда расскажу. Как думаете, что может дать человек другому человеку? Угу, хорошо. Пользу, да? Угу. И под словом «польза» тут имеется в виду очень много того, что и вы сказали. Информация какая-то, поддержка, расслабление. А как можно расслабление дать? Это даже поныть. Поныть? Нет, мне вообще наоборот раздражает. Ну, у каждого свое. Нет, это чтобы тебя послушали. Этот человек тебе дал свое время, ты послушал, ты выговорился, все тебе полегчало. Это, собственно, все настроение. Ну, как каждый из своей карты, да, отвечает. Для меня расслабление — это красивые картинки. Для кого-то вот выговориться. То есть польза. Далее, что еще может дать блогер в своей аудитории? Халяву. С этим, конечно, очень осторожно, очень аккуратно, потому что халявщики потом мало что покупают, да, если вы хотите продаж и денег. Халява — это про что? Конкурсы. Конкурсы, акции, скидки, подарки. Вот про халяву. Я даже не помню, что... Вот единственный проект, в котором я разыгрывала тебе подарок, это инста-удмурточки. Я разыграла 10 тысяч рублей и 2 консультации. Но мне это было важно. Но более вообще за всю историю своего блога я не помню, чтобы я разыгрывала что-либо от себя, потому что я искренне считаю, что важно заплатить, чтобы получить ценность. Сколько я дал, настолько я и получил. Поэтому ни одной коуч-сессии я еще не разыграла, ни одного вебинара просто так не отдала. Угу. Далее, бренд. Причастность к бренду. Это про что? Вы наверняка подписаны на какие-то, там, я не знаю, Gucci, H&M, Versace, Детский мир, Porsche, ВАЗ. Подписаны на какие-то компании? Да? Ну, это, конечно, история не про нас, но почему бы и да. Далее. Харизма. Как думаете, что это включает в себя? Это или есть, или нет, я считаю. Вот понимаете, вы заходите в блог, вот я не понимаю, но что-то есть. Вот я останусь. У него может быть даже контент какой-то, фотографии отстойный, вот ну просто на камеру отстойную, но вот что-то есть. У Лены Игоревны очень харизматичная. Харизма. Да, какая-то вот необъяснимая внутренняя энергетика. Вот что-то вот. И харизма — это обычно либо да, либо нет. Она не оставляет равнодушным. Вот харизма про это. Наташа сказала интересную мысль о том, что харизма — это есть и либо его нет, но вообще натренировать можно все, да? Давайте мы будем про то, что потенциал человека безграничен, все можно натренировать, если желание будет на 10, а не на 8. Обратная связь от вас. Как думаете, у кого с харизмой все есть? Поднимите руку. 50 на 50. Ну, это как-то, знаешь, скорее нет, чем да.
Ага, ну, значит, харизматичная. Мгм. А что очень важно при харизме нести в своем блоге? Уверенность. Харизму и нести. Потому что есть очень много харизматичных людей, которые не ведут странички или что-то стесняются, зажимаются, и как-то вот такой талант пропадает зазря. Так оно? Показывать. Мгм. И пятый феномен тоже очень интересный. Не знаю, как это объяснить, но потому что Бузова. Ну, необъяснимо вот все. Меня попросили показать блоги мамочек в местном инстаграме. Я подготовила их для вас и сделаю небольшой обзор, про что они пишут. Как здорово, 123 тысячи подписчиков. Аня, по-моему, ее зовут. Да, Аня. Она рассказывает про игрушки Монтессори. Она начинала свой блог и сейчас находится на той отметке, что у нее свой магазин. Был вроде как. Есть еще? В Петровском, да? Есть еще? Не закрыла? Ага. Далее Попова Маргарита начинала как радиоведущая, моя хорошая знакомая, как кулинарочка. Сейчас она совсем ушла в детскую тематику. Я прям вижу, что у нее очень хорошо получается, много отклика у людей. Лукерия Шихова, лайфстайл-блог, про Герда своего пишет, я тоже подписана на нее, читаю иногда. Угу. Ульяна Громова, 3 детей, мамочка 3 детей, самый смешной блог, да, 2022. Вот у нее вот развлекательный. Развлекательный, Тусева, даже написано «Фабрика ржачных текстов». Она прямо описывает нелегкую судьбу мамских будней. Смешно, смешно. Лиля Бородина, гештальт-терапевт, женский коуч. Больше пишет, конечно, про психологию, но у нее красной нитью идет и отношения с детьми. 2 детей у нее, Оскар и Аврора. Мисс Мамола, мисс Мама Оля, тоже 3 парней. Часто путешествует и рассказывает она об этом. Про путешествия пишет с детьми. Это вам для вдохновения посмотреть. Юля Львова, в прошлом ведущая телеканала ТНТ, тоже у нее дочь Люба. Прикол, фишка ее инстаграма, она рыженькая, у нее инстаграм такой рыженький. Очень интересно. Тоже пишет очень много про материнство. Бубайла, Юлия Авокадовна, капучино. А у нее тоже мамский блог, но больше упор стоит на еду. Угу. И Даша Мама Тайм, подписчиков немного, но это легендарная девушка города Ижевска, потому что она организовала клуб Мама Тайм. Знаете? Да? Угу. Встречи для мам. Тоже я там выступала несколько раз. В Мама Тайме у нее, по-моему, 4000 подписчиков. А здесь все мамы. Да, у нас это критерий был. Фотку ребенка покажи. Угу. Соцсети направлены на хороший авторинг. Понятно, что такое авторинг? Да. Делайте годный контент. Угу. Зачем людям подписываться на вас? Вот я написала. Можете тоже уже отметить и выбрать для себя. Поделитесь, кстати, что выбрали. Пользу. Ага, все пользу, да? Где причиню добро насильно, пользу принесу я. Нравится? Ну вот ты уже сказала про это, и это в тебе есть, просто, возможно, как-то прячу, да, загашенные. Угу. Так, через 10 минут на кофе-брейк пойдем. Так, это тренды, о них попозже. Все сейчас понятно? Следующий пункт – упаковка и продвижение. Можно еще вопрос? Конечно. Если, допустим, у нас вы говорите, что они не покупают, а на этапе раскрутки это оправдано? На этапе раскруток и на этапе мамская аудитория, да. А это какой период, этап? Это каждый определяет сам, насколько он готов?
Да. Вообще в Инстаграме, в продвижении аккаунтов нет какой-то единой модели. Уходите от этого. Есть даже там модели, вот сегодня 10%, у меня будет 10% развлекательный, 30% продающий и 60% херня какая-то, да? Нет единой модели, ищите сами, да? То есть гладко было на бумаге, да забыли про овраги. У вас будет своя какая-то определенная стратегия. Да. Вот, кстати, мамская аудитория хорошо клюет на розыгрыши и потом хорошо покупает. Ну вот как-то так, по То есть отзывам. если мой продукт как раз будет на новичков, я могу использовать это не только на этапе раскрутки, это будет относительно что-то приносить. Я думаю, ты попробуешь и сделаешь какие-то выводы. Да, и так будет интереснее. Ага. Упаковка и продвижение. Перед продвижением своего аккаунта очень важно его упаковать. Вот был анпакинг, а теперь пакинг. Упаковать, потому что вот два таких этапа. Упаковка и продвижение. И тут на самом деле еще один стоит самый интересный. Нарисую-ка я щечка, цветочек. Чуть попозже о нем. Заинтриговала? Такая, знаете, мертвая тишина повисла. Для чего важно упаковать? Для того, чтобы люди, когда вы занимаетесь продвижением, заходя на вашу страницу, они все понимали. Понятно, что вы транслируете, понятно, что вы продаете, вообще вы понятный, да? Я захожу на страницу и вижу, куда обратиться, куда позвонить, куда написать, где каталог, где контакты, где цены. Понятно? Это называется упаковка. Перед упаковкой у очень многих возникает вопрос: а о чем я могу вообще писать? А какой я? Вообще сложнее всего, я работаю в СММ, продвижением, веду консультации. Самое сложное – это рассказать про себя. Вообще очень сложно вытащить свое какое-то нутро и его определить, как-то его обозначить, как-то его назвать. Потому что людям ведь со стороны все равно как-то, они что-то видят, а я вижу столько, но вижу еще больше. Поэтому я вам в качестве бонуса дала 2 техники. Это проективные методики. Что такое проективная методика? Это с помощью ассоциаций узнать про себя чуточку больше. Давайте это сделаем сейчас, а потом идем на перерыв. Это вот про то, как вытащить свой уникальный внутренний мир. Да? Вы все понимаете, что без искренности, без честности, без аутентичности нечего делать в том пространстве, потому что даже тренд, мы с вами пройдем дальше, тренд этого года и следующих годов — это искренность, и харизму вы тоже видели, да? Это очень важно. Как-то а это и цепляет ведь в людях, да, какая-то их. Мы на этот свет и пришли с какой-то своей изюминкой, с чем-то своим. А часто бывает, что а какой я, мне непонятно. Поэтому шапки профиля могут менять по 10 тысяч раз на неделю. Угу. Первая техника, называется она «Вдохновляторы». Сейчас вы напишите 5 блогеров, если не пойдет, звезд, актеров, политиков, в общем, выдающихся личностей настоящего или прошлого, всяких Наполеонов можете вспоминать, Клеопатр, которые вас вдохновляют. Если нет таких прям вдохновляторов, идите на поводу вашего бессознательного. Первый, кто всплывает, даже если это какой-то неприятный тип, неприятная женщина, это ответ. Можете даже написать, что вам мне не нравится. Понятно задание? Напишите 5 блогеров, которые вас вдохновляют, и их будет 5. 1, 2, 3, 4, 5. И по 3 качества у каждого. Какие качества, например, может быть? Пробивная, харизматичная, смешная, красивые картинки делает, то есть, красивые фотографии, мысли четко излагает. И по каждому вдохновлятору 3 качества. В итоге у вас получится 15. Вот у вас получилось 15 качеств,
И так как это проективная методика, и так как человек зеркалит то, что внутри него находится, это про вас. Поздравляю, можете себе похлопать. Это я? Правда, что ли? Вот по поводу человека, который раздражает. Меня тоже раздражала одна блогиня своей сексуальностью. И я такая, вот честно признаю, а тебе бы хотелось так же? Я такая, да. Ну вот и стала выкладывать фотографии. Можно вопрос. А если совсем не нравится, ты знаешь, то есть это моральное там качество или что-то значит или нет? Нам всегда не нравится или нравится то, что в нас есть. Есть какие-то социально одобряемые, есть не социально одобряемые. Да? Плюсовые — это социально одобряемые, не социально одобряемые. Это не обязательно то, что вы можете транслировать, хотя вполне себе, почему бы и да. Это может быть вам просто на проработку, поработать со своим сопротивлением. Ведь когда ты принимаешь людей, жить легче становится. Ты не тратишь лишнюю энергию на сопротивление. Это очень важно. А возможно, в этом и есть самый большой ресурс. То есть вы запрещаете себе быть собой вот в этом, да, как у меня, например, было с сексуальностью. А потом оказалось, когда собирала обратную связь, наоборот, очень многие говорили, что их цепляют именно мои такие фотографии. Причем мне сказали, они не тупо вот пошлятина, фотографии сексуального характера, а наоборот, вот они такие какие-то высокохудожественные, интеллектуальные даже, мне говорили. Угу. Интеллектуальный секс. Вот на этом мы с вами делаем паузу и идем дальше. Вот у вас есть 15 качеств, плюсиком напишите то, что вы бы хотели транслировать. Вообще это все про вас, и на самом деле вы все это можете это транслировать в своем блоге. Да, это то, что вас зацепило больше всего. Это то, что вот как бы вас не оставило равнодушным. И это то, что у вас есть. И это то, что у вас очень сильно развито или сильно заложено. И либо загашено, либо цветет и пахнет активно, как самые прелестные полевые цветы Удмуртии. Щечка, да, ну цветочек внутренний. Расцвести, да, я про это. Иногда я рисую огонек, свечка, но тут в кругу таких прекрасных девушек у меня почему-то ассоциация с цветочком вышла. Угу. И прикол в том, что эта проективная методика остается с вами. Через 3 месяца вы можете, или через месяц снова ее сделать, а человек же меняющийся, да, единица, там выплывет что-то другое. И это будет позволять вам отслеживать свои какие-то состояния. А что-то будет идти вот какой-то красной нитью. Может быть, в этой проективной технике вы заметили то, что очень часто встречается. Там очень много веселый, очень много успешный, очень много красивый. Подумайте, а про что это для вас? Да? Это то, что хочется подкачаться, или то, что у вас это действительно есть? А если у вас это есть, вы также хорошо транслируете? Да, вот я когда сделала эту технику впервые, у меня красной нити успешность. А как у меня было с успешностью на тот момент, мне казалось, что было мало. И вот я это свое начала прокачивать. И потом, когда я снова делала проективную методику, успешности вообще не было. Это уже как вот было само собой разумеющееся. Угу. И даже сейчас я уже не выкладываю как бешеная. Вот сегодня на этом мероприятии была звезда, я королева, посмотрите, супер класс. Сейчас как-то, в сторис запулила, как есть и есть. Я как-то вот больше своей философией делюсь. Понятно? Как вам техника? Если вот оказалось, что нет чего-то, вот допустим, у меня вообще нет успешности, нигде, ни у кого. Это значит, что не следует над этим работать? Нет, каждый человек уникальный набор, да, мы все пришли на эту планету с уникальной миссией, со своей, с какими-то качествами, да, которые зашифрованы в нашей нервной системе. И нет одинаковых людей, каждый из нас микрокосмос, да, и поэтому у всех будут... Я более чем уверена, что нет повторяющихся 5 людей, вот среди здесь, кто собрался, нет одинаковых 5 списков, нет одинаковых 15 качеств. Давайте проверим. И у всех, да, одинаковые. Вот это всегда про вас. Мы зеркалим то, что в нас есть. Угу. А у кого было какое-то очень сильное сопротивление на какое-то качество? Есть вообще какие-то инсайты, может быть, поделитесь? Ну, в смысле, сейчас... Да, вот нет. Нравится и не нравится. Да. Не нравится, например. Не надо, да, кого-то? Да, ты можешь качество какое-то. Человек, я ее знаю лично, какая она была до, какая потом сейчас. Я видела, что она хочет стать блогером, что у нее высокое желание, и как будто выдавливает из себя.
Это вот про что для тебя? Искусственность? Искусственность, да. Потому что стремление к цели, все методы хороши, так скажем. Это на 10 как раз. А у тебя было что там? 10? Ну, про тебя потому что. А? Переломный день какой-то. Мне вообще это очень нравится. То, что вот я всегда туда всегда иду. Вот когда говорят, идите в свой страх, там очень много энергии кроется. Идите в сопротивление, это про вас. Если вам ровно, то это не про вас. Если вас... У нас же в человеке два паттерна, минусовой и плюсовой. Социальное... Что-то наоборот сделала. Ну, вот видите, у меня даже минусы на передний план выходят. Ну, вот так вот, плюс и минус. Есть социально одобряемые паттерны поведения и не социально одобряемые. Социально одобряемые мы вот, смотрите, какая вот хорошая. А то, что я дрянь последняя, об этом знает только мое очень близкое окружение. Муж, например. Да, мой минусовой паттерн. Вот. Но если это быть в принятии, быть целостной, то жить становится гораздо легче. И приятнее, и получается как-то. Вот она бы про это бы не написала, но получается это про нее, так? Это про нее, это вообще на подумать тебе. Оставить. Это вообще отличная техника, чтобы дальше копать, искать, доставать. У меня очень много плачут на этих каких-то моментах. Хотя вот как-то так. Понятно? И вот то, что вы отметили сейчас, это очень важно. Я вам в качестве домашки на эти пункты попрошу опираться. В домашке попрошу на эти пункты опираться. Далее, вторая проективная методика – это для того, чтобы уже вот в душе поковырялись, да, немножечко покопались, теперь как на картинку вынести, потому что блогинг – это все-таки сейчас картинка, либо видео, да. Текстовые блоги прошли, live, journal, да, или как там они были, ЖЖ. Да, это все как-то вот уже отмирает. Сейчас картинка, картинка, еще раз картинка. Есть такой классный сайт, называется... Там у вас есть Pinterest. Кто уже сидел на нем? Ага, классно. Теперь вы Pinterest можете использовать по своему направлению. Фишка этого сайта в том, что там встроены умные алгоритмы. Ему достаточно одного касания по фотографии, и он по определенным критериям будет подбирать вам точно такие же фотографии. Угу. Мудрая психологическая машина. Только вы вбиваете то, про что ваш блог. Например, можете вбить лайфстайл, если лайфстайл, или там уличная съемка, национальные фотографии, ну то есть мамские блоги. И он будет вам выдавать картинки. Кликайте по той, которая вам понравилась, и все вас понесло в бездну. Потому что вам нравится одна, он будет показывать вам эту, вы выбираете и там, и тын до бесконечности. Самое важное — сохранять их в отдельную доску. Можете так и назвать «Мой Инстаграм». Или там «Вдохновение для моего Инстаграма». Вот я подобрала вам свои доски. Первое — это для моих, например, фотосессий, идея на лето. Второе — это для сторис. Третий я использовала для инстудмурточек в качестве запаса. И четвертый тоже для сторис, для вдохновения. Некоторые картинки с Pinterest я использую в оформлении своего канала. Для чего это вам? Во-первых, понять ваш внутренний мир визуально, да, то есть, потому что это про вас. Это снова проективная методика. Мы неспроста выбираем и неспроста притягиваем в свою жизнь что-то. Понятно? Как у вас есть доска, и вы идете к фотографу, я хочу так и так и так. Очень часто бывает, я пошла к фотографу, получилась херня какая-то. А как фотограф залезет тебе в голову? Такой вопрос, и когда есть готовые, да, как ожидания, то гораздо проще работать. Понятно? Это называется даже референсы для фотографа, когда у меня есть хорошее техническое задание с картинками. Это вы тоже сделаете дома. Доску на Pinterest создадите. Техника называется mood board. Кто переведет? Board, а mood? Настроение или пространство. Угу. Мое, да? И вот это я могу дальше транслировать в свой блог. Также на Pinterest можно вдохновляться идеями для фотосессий, для картинок и для оформления своего блога. Понятно? Как вам такие проективные методики? Пользовались чем-нибудь? Конечно, нет. Что же это? Ну, у меня, да? На Pinterest, ага. А для Инстаграма?
Нет? Мгм. Я выбираю, чем хочу заниматься. Ага. Копалась, да. Вот просто можно ползать и... Мгм. Далее открываем упаковка блога. Смотрите. Ой. Мы сейчас занимались цветочком. Это вообще самое первое, это самое важное. Это столб, на котором будет держаться весь ваш блог. Потому что если вы чувствуете, что не ваше, туда и энергия идти не будет. И, ну, это не про вас будет, знаете, такое ощущение, что-то вот не то, что-то не мое. Угу. И поэтому очень многие еще заваливают свои блоги, потому что ну, в себе не разобрались, а это очень тяжело сейчас. Первое, с чего важно начинать, с цветочка. Теперь упаковка. Переходим к этому. Я уже говорила, что такое упаковать аккаунт. Дайте мне обратную связь, как поняли вы. Угу. Контакты. А какое важное качество? Доступность, да? То есть понятно. Да, отлично. И тоже я вам оставила чек-лист, на что важно обратить внимание при упаковке своего аккаунта. Во-первых, понятная шапка профиля. Напишите понятно, про что ваш блог. И второе, используйте креатив, чтобы использовать эмоциональный якорь. Как вы понимаете эту фразу? А если зацепило, то значит что-то есть, да? То есть какая-то эмоция возникает. Мы запоминаем то, что ярко окрашено эмоционально. Так устроена память человека. Поэтому харизма цепляет. Ну яркое что-то вот есть. Какой-то отклик внутренний, поэтому цепляет. Далее, 2. Аватарка, лицо вашего блога. Тут все понятно? Да, я тоже думаю. Highlights. Все знают, что такое? Несгораемая сторис. Оформите их со своей тематикой. Добавьте обложку для них. Можно с Pinterest. Все знают, как редактировать обложку Highlights? Нет? Угу. Доставайте свои инстаграмы, телефоны. А актуальное есть? Сейчас покажу. Давайте я, смотрите. Вот. Видно всем? Угу. Вот у меня мотивутки, коучинг, киномания. И там архетипы. Я нажимаю на highlights. Тут есть интернет? Ага, и вот тут еще. И далее редактировать актуальное. Вы можете добавить любую обложку из ленты, нажимая вот сюда. Понятно? А есть какие-то каналы, что они должны в одном стиле быть, и обложка, и еще все? Это все субъективно, да. Делать, чтобы было понятно. Понятно и цепляюще. Понятно с картинками? Угу. Угу. Как думаете, для чего важно оформить highlights? Ну, чтобы было понятно, когда заходишь. Угу. Тоже для удобства, для хорошей упаковки. Угу. Далее, используйте качественные фотографии, закажите фотосессию. Как думаете, для чего качественные фотографии важны? Ну, чтобы тоже глаз радовался. Ага, и такая бессознательная связка у человека есть. Плохой контент, дешевый продукт. Угу. Низкокачественный, ну вот какой снят, вот такой непонятный, это плохой продукт. Далее, используйте планировщик публикаций. Так я вам показываю, у вас есть же. Используйте планировщик публикаций. Кто пользуется планировщиками? Руку поднимите. Скачала только. Угу. Ну, это хорошо. Ко мне на Инстаграм-консультацию один раз девушка пришла, и во время консультации Инстаграм скачала. Очень, очень было сложно, вы, наверное, поймете, да? Когда рассказываешь про то, что где она еще не была. Угу. Планировщик – это такое приложение, я вам написала, план и превью есть, я пользуюсь план.
Вы туда можете заранее загрузить фотографии и посмотреть, как они будут выглядеть в вашем блоге. Хоть на неделю вперед. Понятно? Можно спросить? Да. Планировщики, они Инстаграм не считают их за сторонние приложения? Считают, но еще не было случая, чтобы блочили их за это. Блочат за сервис отложенных публикаций. Когда я публикую, ну, понимаешь, да? То есть я написала на сайте уже пост, фотографию выложила, а он ее там выложит в Инстаграме там, через день. Вот за это блочат. Да. То есть он уже тоже блокирует. Что не нравится, потому что Инстаграм принадлежит Фейсбуку. Если вы читали условия пользования, мы не имеем права передавать наши данные, пароль и аккаунт сторонним сервисам. Животных продавать еще нельзя. Ну, так котенка на один раз можно, котенка на один раз, а заниматься вот профессионально продажами нельзя в Фейсбуке, в Инстаграме, это запрещено. Такие интересные моменты. Далее. Постите регулярно. Минимум 15 постов в месяц для блогов. Вообще, если вы будете постить нерегулярно, вы заметите, как ваши охваты падают. Я 2 дня решила устроить себе отдых в социальных сетях, и то я выложила одну сторис, ребята. Одну сторис. У меня охват упали в 2 раза. В сторис, да. Я такая, ну вот тебе, хотела передышечку сделать. А потому что направленная на хороший авторинг и регулярность в социальной сети. Угу. Да. Ни минуты покоя. А ВКонтакте проще. Там что-то делаешь, и вообще как-то без разницы, как будто бы. Угу. Добавьте контакты. E-mail. Если не хотите, чтобы вам звонили лишний раз, оставляйте почту. Мне, кстати, сказали, что ВКонтакте, ну там вот есть позвонить, например, что мало кто туда смотрит, лучше еще отдельно в шапку постить. Да. Угу. Туда некуда. Ну, это обычно те, кто в Инстаграме не сильно юзают Инстаграм. Ага. Когда блог упакован, визуально понятен, привлекателен, в нем есть удобная навигация, тогда можно переходить к продвижению. И вот я еще добавила 8-й пункт сегодня. Чтобы посты выходили регулярно, подготовьте контент-план с постами на ближайшие 1-2 недели. Контент-план. Как его брать, откуда его брать? Помните первый лист? Вы выбрали тематику блога. Вы нашли свой внутренний цветочек. Pinterest вам помог его немножечко визуально примерно представить. Блог упакован, понятен, и я могу заниматься продвижением. Есть у вас вопросы? Переходим к следующему пункту. Стало как-то понятнее? Новое узнали для себя? Вот смотрите, есть вопрос у меня. Конечно. Если, например, блог, я про свою семью, про себя, то есть про работу, и как вот это сделать? То есть чисто школу журналистики только вести, или, например, только вот оформить? Школа журналистики для взрослых или для маленьких? Для и детей, и взрослых. Для всех. Да. Ну, ты понимаешь, что теперь... Ну ладно, хорошо, так. Хороший кейс, спасибо. Называется он «Личный бренд». Ты на своей странице пишешь, так как это часть тебя, эта школа, пишу про журналистику. Сама выбираешь регулярность, я бы сделала почаще. И всегда добавляешь аккаунт, там, ну, и перелив делаешь на красивую страницу, понятную. И там люди, увидев тебя, сколько у тебя же хорошая активность? Ну да, ну как-то. Угу. И ты, получается, переливаешь аудиторию, ту, которым интересно, сюда. А у тебя уже здесь все оформлено, понятно, сколько стоит, что, кейсы какие-то. Как бы сделать как кейс, получается, да? То есть отдельную страницу, да? Отдельно сделать. И люди ведь потом, которые будут ходить на журналистику, они будут отмечать школу, а не тебя. А то я перехожу такой, увидел, перехожу, в смысле, это школа журналистики или что там делают детские пеленки? Да.
Мгм. Как тебе такой вариант? Ну, просто хватит ли время, вот вопрос в чем. Тогда у меня какая-то страница будет, ну, то есть, если я буду чисто заниматься этим, то я свою страницу не буду, получается, вести уже. Лайфхак, который хак. Для тех, у кого своя страница. Свой блог ты ведешь там минимум 15 постов в месяц, а здесь ты можешь заполнить и спокойно жить, и туда только трафик перегонять. У тебя может быть там цена, тут... Сейчас будет. Нагонять людей. Работы там, дети, взрослые, расписание здесь какое-то, тут тоже расписание, тут еще какая-то фотография. Сделала, через 2 месяца можешь обновлять и все. Ну, либо добавлять там раз, 2, 3 в месяц, как уже по своему желанию. Главное, чтобы здесь было понятно, когда переливаешь, когда перелив идет. Они заходят, и все видно, стоимость, что, как, почем. И тебе тогда в Пинтересте журналистика, может, или там школа журналистики вбить, что-то такое. Журналисты. Я читала Это- какие-то исследования, что если будет в таком блоге продиктована какая-то личная информация, что это повышает и количество лайков, и Ну, это вот личный бренд. Просто я перегоняю на, на трафик. Просто когда личный блог, там еще всякие какие-то дополнительные темы идут, так ведь? И когда я захожу в этот блог, мне непонятно, а где курсы, а куда записаться, а сколько стоит, где вообще могу посмотреть примеры работ. Угу. А здесь можно в шапке профиля написать «Основатель», там, Вера Вандербера пусть будет. И снова перелив получается. Те, кто сюда зашел из других источников, они заходят на мою страницу. Вот так вот. Понятно? Я вижу, да, что примерно. Угу. Еще есть вопросы? это значит, что я просто ссылочку туда вставляю. Вот сейчас, да, перелив. Вот один аккаунт мой, аккаунт, например, магазина и аккаунты сторонних людей. Я переливаю людей сюда, указывая ссылку на магазин. В шапке профиля. Нет, в постах. А можно в шапках профиля, да. Да. Вот. А здесь я указываю профиль этой страницы. Снова перелив идет, да? Взаимообмен. Люди, которые приходят в мой магазин, оставляют ник, добавляют свой трафик. И они такие, оп, сюда зашли и могут увидеть это и еще сюда заглянуть. Вот такие метаморфозы. Понятно? Вот так вот это. Оп, оп. А еще, может быть, сюда зашел, оп, и про это увидел, оп. Угу. Вот, и следующий пункт называется продвижение. Вот, продвижение. Продвижение – это всегда про новый поток людей, он же трафик. Да, то есть у SMM-специалистов, вы же блогеры, поэтому на языке блогинга поток новых людей – это называется трафик. Угу, трафик людей. И бессмысленно доить одну и ту же корову, да, свою, где ей тоже важно отдыхать, поэтому хотите больше молочка, вам нужно больше коров. Кормить, да, кормить этими постами, привлекать их, и они дадут больше молочка. Так, продвижение. То время, когда можно было продвигаться за счет хорошего контента в Инстаграме, увы, закончилось. Сейчас там очень высококонкурентная среда, очень много всего, и выживают именно искренние, классные, цепляющие блоги, ну или блоги, в которых вбухивают миллионы. Вот, поэтому контент сам себя не продвинет, хорошая такая фраза есть. То, что вы делаете контент, это да, это здорово, вы молодцы, но если туда не будет приходить трафик, то это, ну, бессмысленная работа. Угу. ВКонтакте еще может быть. Ну так. Я оставила вам список, все возможные каналы продвижения, буду называть, и вы задавайте мне вопросы, ладно? Рекламу у блогеров, понятно? Да? Когда я заказываю рекламу у блогера покрупнее по своей тематике. И получается, меня разместили по ссылке, и начинается перелив трафика, понимаете, да?
Люди переливаются ко мне. Мгм. Дальше. Взаимный пиар с блогами. Понятно? У вас, например, одинаковая тематика саморазвития, пусть будет, да, или одежда, или продукты, или мамская тема, и вы друг друга пиарите. Вжух, вжух. Мы так делали с ижевскими блогерами в сторис. Отмечали друг друга. Мгм. Таргетированная реклама. Понятно? Вы заметили, что... Хитро. Вы заметили, что 5-6 реклама, которая попадает вам в ленте, это 5-6 пост — это таргетированная реклама. Очень ее много. Настраивается через Facebook. Есть приложение, которое помогает изучить основы таргетинга бесплатно. Это официальное приложение от Facebook, называется Blueprint. Все вместе. Если напишите раздельно, то выведет на компанию печатную. Blueprint. Можете покопаться, поковырять. Для тех, кто хочет таргетом заниматься. Угу. Гивы, конкурсы, марафоны. Понятно? Ну, гивы. Я написала все возможные каналы продвижения. И там внизу будут дописочки. Ага. Гивы, конкурсы, марафоны — это было очень круто 2 года назад. Сейчас активность упала. И вообще перенасыщенность вот этой рекламой, она отталкивает людей, все меньше участвуют в гивах, все меньше участвуют в конкурсах. Людям интереснее нативная реклама. Нативная такая скрытая, простая. Да, нигде в лоб. Купи вот это. А так вот. Понятно? И как думаете, вообще, что до сих пор является самым лучшим каналом продвижения, самой лучшей рекламой? Сарафанное радио, да. Сарафан — всему голова в продвижении. И вы можете удивиться, что какая-то мамочка непонятная, у которой там 90 подписчиков в Инстаграме, но она всем рассказала, и бах, и такой большой чек сделали в продажах. Тоже бывает такое. Да, заметила. Угу. Постила фотки своего ребенка со спортзала, только его без себя. И это привело за последний месяц 6 человек туда, именно тех, кто считал, что он не может, потому что у него есть ребенок. То есть мамочек из соседних домов. Это очень... Бывает так, что... Вот я езжу в блогерские туры в различные, от блогера приходит, там, у которого космическое количество подписчиков 1-2 человека, а один такой простой человек рассказал своим, от него 4-5. Вот это нормально. Поэтому про сарафан не забывайте. Это очень важно, особенно если блог. Ага. И как думаете, что важно при сарафанном радио тогда? Ну и благодарность. Я немножко про другое. Про плохое люди с удовольствием рассказывают. Про хорошее редко. Поэтому сделайте так хорошо, чтобы рассказали. Понятно, да? То есть это называется предвосхищение ожидания, это снова эмоциональная связка, эмоциональный контакт. Понятно? Хорошо. Реклама офлайн. Вывески. Я была в Чечне, проездом в Дагестане, и такой там интересный регион. На всех вывесках Инстаграм, ссылка на Инстаграм. Там продуктовый магазин, у него ссылка на Инстаграм. Магазин джинсов какой-то отдел, знаете, убогий, тоже свой Инстаграм. Вот у них все со ссылками на Инстаграм. Но это же классный перелив трафика в любом случае. Да. Футболка, там, вышли на какое-то мероприятие с футболкой со своей, да, или на машине, вот это вот все, дополнительные точки касания в офлайн. Визитки свои раздали, кружка там какая-то со своим ником. Мне как-то носки подарили Веры Вандербера, футболка Веры Вандербера, шапка Веры Вандербера. Я говорю, мне трусы осталось, и я вот в этом пойду, и все точно узнают, кто я такая. Это тоже очень эффективно, особенно если какое-то мероприятие большое, да, может быть, кто-то из вас ездит на ярмарке, на выставке, обязательно приготовьте себе table tent, вот какой-нибудь такой, и напишите свой ник, я в Инстаграме.
Но очень важно добавить, с какого перепуга я вообще должен на тебя заходить. Тоже снова какой-то эмоциональный контакт интересный. Тут там... Тут я голенькая, добавляйте, да? Ну что-то вот такое. Еще больше того-то, того-то здесь. Мы в Инстаграме, на-на-на-на-на-на. Угу, понятно? А то просто ник как бы и чё. Ну ладно. Спасибо, до свидания. Угу. А еще какие примеры рекламы офлайн можете подсказать? Это необычно, но мышление. Сумки, да. Браслеты будут сидеть. На стене написать, да, можно тоже похулиганить. Масс-фолловинг. Тема крутая была в 2014 году, когда программа за вас лайкала и добавлялась в друзья к другим людям. Я тоже ее использовала. В 2015-2016 были очень хорошие результаты. Сейчас уже, во-первых, активно банят за такие манипуляции. Кто знает, что такое масс-фолл? Все? Кто не знает? Ага. Масс-фолл — это программа специальная. Ты туда оставляешь свой ник, контакт, пароль, и она вместо тебя начинает лайкать других людей. Ну, выставляешь там по фильтрам, вот, пожалуйста, подписчиков этой, Оли Бузовой. И она такая, 1000, например, лайков поставила, или на 1000 человек подписалась. Опа, они такие увидели, кто что за подписка, и перешли к тебе. И, возможно, остались. На первых порах, когда масс-фолл только-только начал свое существование, подписывалось до 70% людей. Представляете, да? 1000 подписок, 700 обратно тебе. Потому что тогда еще не знали про такие, о, он на меня подписался, смотри, кто. Мы же типа друзья, он же на меня, я же должен в ответ. Вот тогда такая схема работала, сейчас 1%. Плюс банят активно, потому что по условиям Инстаграма я не имею права передавать сторонним сайтам информацию о своем аккаунте. Угу. Вот. Она еще как бы есть, я написала, что все возможные каналы продвижения, но она такой, это серый метод очень, такое. Перелив трафика из своих других соцсетей, как понимаете. Инстаграм, Контакт, Фейсбук, да, Ютуб, Одноклассники. Но будьте готовы к тому, что ВКонтакте и Инста, он режет охваты, он режет охваты на публикации, где есть ссылка на Инстаграм. Потому что конкурирующие, в общем, войны у них такие интересные друг с другом. Мне интересна сама система, как режется охват. Встроенные алгоритмы, ссылка на Инстаграм. Это значит, что мой пост будет виден меньшему количеству людей. Да. Меньшему количеству людей из тех, кто на меня подписан. И не выведет его в топ. Вот там дальше приписочка была, есть. А нет, еще рано. Все понятно про перелив? Кто занимается переливом? Изредка я балуюсь переливчиками. Ладно, спрошу. И попросить знакомых про вас рассказать. Понятно? На начальных порах очень хорошо действует. Все, вспомнила. Как ты относишься я пришла к такому выводу, что мне нужен разный контент в ВКонтакте и в Инстаграме. То есть не вставлять то же самое, что в Инстаграме и ВКонтакте. Ты не паришься? Нет. Вставляешь то, что есть. А с чем это все? Контакт в этом плане проще, потому что у него лента лента у него как лента. И нет вот этого, чтобы гармоничные картинки смотрелись, вот как в Инстаграме. Инстаграм сложнее в этом плане. Немезида, она карает за сорванный контент. Но она же не знает, что это твой контент в Инстаграме.
Она про контент других подписчиков. То есть только ВКонтакте? Да. По всему интернету, да? Ну вот насчет этого не знаю, не уверена. Потому что я вебинар какой-то смотрела, мне показалось, что будто связано с Инстаграмом. Ну, Инстаграм, говорю, недолюбливают эти все ссылки. Там даже если слово Инстаграм есть, насколько я знаю, это тоже занижает охват. Это как такая для него триггерная точка. То есть ссылку на людей тоже, да? Ага. В тексте. Да. Не рекомендую Масфол, неэффективен. Часто Инстаграм банит такие аккаунты. К гивам тоже предельно внимательно относитесь. Хороших крупицы, убитых гивов очень много. То есть что происходит при гиве? Гиве, знаете, что такое? Гиф — это когда у крупного блогера разыгрывается большой приз, типа там 1 000 000 рублей, тачка, что-то вот 100 000 рублей. Но очень важно подписаться на всех спонсоров гива. Их там может быть человек 150. Есть такие гивы, где на 150 человек подписаться надо. И вот ты целый месяц смотришь ленту 150 человек, которые тебе не интересны. И они тебе не интересны, ты не задерживаешься на странице, и получается, что ты как бы у него есть, но Инстаграм видит, что ты ему не интересен. У тебя огромное количество подписчиков, которым ты не интересен. Значит, алгоритм считает, что ты так себе автор и режет тебе охваты. Поэтому убиваются аккаунты. И вот получается, столько страниц списала. Жалко. Вот у меня резкий набор подписчиков, потом гиф заканчивается, спад. Резкий взлет — это всегда хорошо для Инстаграма, ему это нравится, но резкие спады — это повод задуматься, включается тоже алгоритм и начинает тебе занижать аккаунты. Вот, и нужны тогда либо прививки, новые гивы, да, либо какая-то суперактивность, ну просто супер, у себя тоже какие-то конкурсы. Но это как бы игла. Вот это Инстаграм-наркомания называется. Вот когда гиф, потому что контакт, все, ты убиваешь свой контент. А вот когда розыгрыш чего-нибудь, и надо отметить там 3 своих друзей, потом, получается, этот человек, в комментариях ему не отметили, он будет знать, кому проситься в друзья. Это вы для этого делаете? Нет, это делается для того, чтобы больше охватить народу. Чтобы зашли на страницу, да. Но это очень неэффективно, вообще это очень многих раздражает еще. И обычно вот, кого комментим, кого оставляем под таким постами? Того, кого не жалко, да? Ну, типа не обидеться. Ну, снисходительно. Вот. Или наоборот, маму и сестру, потому что они не обидятся. Ну вот про это. Понятно, да? Дын-дын-дын-дын-дын. Лучше за счет качественного контента и более качественного продвижения. Да, гивы дают иллюзию, знаете, такую, у меня там за один день может на меня подписаться 10, 20, 30 тысяч подписчиков, но потом эта иллюзия очень дорогого стоит в дальнейшем. Очень дорогого, и сейчас все равно тренды в мире Инстаграма — это нано и нишевые блоги, маленькие блоги. Даже в 4-3 тысячи подписчиков уже предлагают крупные контракты. Реклама, например, у Тинькофф банка. У меня знакомый блогер, у которых 2500 подписчиков, даже им предлагали это. Тебе предлагали? Да, я рекламировала. Нано и нишевые. А какие самые такие триггеры цепляющие? Это секс, жесть и деньги. Ну и котики. Вот. А это потому что это же не норма в нашем обществе. Это как-то вот такое табуированное, запрятанное. А когда что-то появляется, сразу все там. Отлично. Давайте теперь про тренды контента 2019-2020 год. Я вам тоже оставила на бумажке. Ну, вот подготовила еще визуализацию качества. Вот.
Ну, понятно, да? Я же вам говорила, что низкое качество ассоциируется с дешевым брендом. Понятно? Вот. Это подписчик какой-то мой, да простит он меня. Откуда-то. Все равно есть вот у арабов запрещена сексуальность, ну, это табуированная такая тема, и они очень часто подписываются на русских девушек. И вот они у меня есть, я их там удаляю, чищу как могу, но они все равно как мотыльки бегут на мой огонек. Вот. Угу. Креатив. Как думаете, вот с чем тоже связано, что креатив сейчас очень высоко ценится? Отвечали вы уже на этот вопрос сегодня. Зацепить, эмоциональный якорь поставить. Что-то такое вот необычное. Какие-то вот сейчас и тяжело придумать что-то новое, да, изобрести велосипед. Вообще смысл есть, если его изобрели. Поэтому сейчас апгрейд велосипеда. То есть я что-то новое добавляю в уже существующее. Угу. И заметьте, да, за последнее время ни одного вида одежды не придумали. Вот на джинсах, по-моему, закончилось все. Джинсы — это последнее изобретение в мире моды. Угу. Что? Да. И сейчас мода — это возвращение старого и его апгрейд. Угу. И так вот с очень многим. Угу. Искренность, честность какая-то, потому что рафинированные картинки, они все уходят в прошлое. Я была в Финляндии, девушка сказала: у нас в тренде обычный человек. Ну вот ты обычный, ходишь на обычную работу, это популярно. Я такая: можно мне тоже такое? Ну вот, понимаете, да, вот такое не наше, роскошное, помпезное. Я тоже смотрю рекламу, кто видел у меня сторис. Западная реклама, красивая такая очень, знаете, эстетичная и российская, меха, накрашенная, губы, сидит на барском стуле, вот прям Россия, Россия. VR, виртуальная реальность. Кстати, Инстаграм убирает маски красоты. Все. Да, типа за natural. Вот всякие такие прикольные маски оставляют, а там фильтрики, где там губки подкачивают, носик, кожу такую делают красивой, глазки больше. Эти фильтры красоты удаляются. Тенденция искренность и естественность. Да, я нормальный, потому что я нормальный, и это хорошо. Вот это поколение Z, то, что прививается детям, которым сейчас от 17 до 0, поколение Z, вот им прививаются каноны красоты нормальный. Я нормальный, это хорошо. Ты можешь быть каким угодно. Черный, белый, красный, с веснушками, без веснушек, с прыщами, без прыщей, с щербинкой, не с щербинкой, маленький, толстый, худой. Да, даже сейчас куколки сейчас, но на Западе точно выпускаются вообще разные. Хочешь лысую можешь взять, хочешь полненькую можешь взять. Любого цвета, любого фасона. Круто? Угу. Так. И видео с... Сейчас здесь, по-моему. Сторис. Сторис вообще видеоконтент. Видео. Это в тренде. Угу. Это в тренде и выходит в топ. Я сейчас веду курсы для детей в школе блогинга. Там разный возраст, и они вообще не пишут тексты. У них только видео. Это грустно. Это грустно, потому что дети — клиповое мышление, но Россия все равно самая читающая нация пока. 70% людей читают в России. Ну вот я про Россию слышала. Угу. Ну, может быть, не самая тогда, одна из. Чё это я? Брать так по максимуму, да, у меня? Одна из самых читающих. Но вот, видите, когда исследования обнародовали, что типа клиповое мышление — это круто, а раньше же зубрежка, много текста, да, мало картинок, мало в этой каких-то моделей, все в это ломанулись, клиповое мышление есть, а текст же это очень важно. Текст — это же знание, текст — это же передача информации. Клиповое мышление, когда я смотрю картинками, когда я вижу мир картинками, такая визуалка очень сильная. То есть картинки. И заметьте сейчас журналы, там мало текста, много картинок. Я помню, в 2000-х я покупала журнал «Космополитен». Чего так много рекламы, чего так много картинок? Я его ради текста покупаю сейчас. Блин, чего так много текста?
Я смотрю его ради картинок, да, понимаете? Потому что перенасыщенное информационное пространство, а картинку раз увидел, как бы и все. Инфографика понятна. Все же немного стоит ориентироваться и на аудиторию, потому что сторис я редко смотрю, потому что там какая-то чушь, что-нибудь. А вот когда человек пишет текст, он подумал, он что-то нормально написал. А я только сторис. Социально одобряемая. Сторисы. Некогда читать. Ага, но в основном люди уходят в сторис. Кушать готовлю, включила, так, кто там, Вера? Ну ладно. Так, что ты сказала? Ага. Сторис лента задействуйте все, что у вас есть. Сторис очень хорошо помогает поднять продажи, например. То есть я смотрю, она просто читает. Все готово, да? ведь? Вследствие. Мгм. Вот. По-моему, у меня на этом все. Да, все. Если есть вопросы, обязательно задавайте их. Мужчина. Можно самому научиться нормально таргет настраивать? Или лучше специально? Можно. Все можно в этом мире. Пожалуйста, там мальчик с сердечком. Нравился он тебе? Не пишу, что от тебя секретик такой. Цветочек, упаковка и продвижение. Понятно? Какой самый важный этап? Цветочек, да. Вообще все важно, но это ядро, да, это центр, вокруг которого я наращиваю массу. Это очень важно. Вот тут хорошо и пойдет дальше хорошо, потому что когда это про вас будет всегда энергия на десяточку, да, это вот даже в психологии, если смотреть, внутренняя мотивация, самореализация, она будет вас толкать. Это в нас есть. После того, как закрывается потребность в любви, в отношениях, в приверженности какой-то группе, выходит новая мотивация, новая потребность — это самореализация. А дети как продвигаются? Дети? Я сюда пришла из-за ребенка. Ага. Ребенку 10 лет. Ага. Ему это все интересно, он во всем вот в этом крутится. Но сам начать так и в принципе, вот интересно изначально было за это. На каком этапе у него вопрос? На каком этапе у него вопрос? Любом. На любом? Пока насматривает другие, смотрит, что Ну вот я... пытается найти тему, Ага. пытается что-то выловить для себя. А как зовут вас? Ангелина. Ангелина. Вот я вам оставляю чек-лист, вы можете это своему ребенку дать. И очень важно первая страничка, чтобы он понимал, что вообще есть и что ему ближе всего на душу. Как раз все хорошо. На душу ляжет. И как тоже ведь не случайно мы выберем что-то из этого списка. Вот вы ходите в школу, вы занимаетесь с детьми, чем в какую сферу вложите? Их? Как делать слаймы на первом месте? Слаймы, да. Все слаймеры. Игры, лайфхаки, пранки, челленджи. И они в ТикТоке танцуют. Они даже не говорят, понимаете? Вот очень много тиктокеров, которые танцуют, они даже на камеру не говорят. То есть не пишут, не говорят. Вот настолько ушли от мира. Вчера аккаунт видела. И столько подписчиков, и взрослая женщина. Это все, что я сама прожила, через что проходила. Классные проективные методики, я пользуюсь ими до сих пор, особенно 15 качеств. Так я как бы открываю себя новую каждый раз, да, вот, потому что саморазвитие — это процесс бесконечный. Один слой откапываешь, второй слой откапываешь, третий. И как-то, вот, знаете, есть такой термин, как самореализация и самоактуализация. Я реализую как-то то, что я хочу, а самоактуализация — я понимаю, кто я есть такой вообще на самом деле. Вот, и вот ты все больше приходишь к самоактуализации. Это очень интересно. Главное — это вот желание на десяточку действовать и понимать, кто я и что я могу дать, да? Потому что людям что-нибудь от вас, да, и необходимо. В качестве домашнего задания завтра мы с вами встречаемся. Вы выбираете блок, если у кого-то его нет. Если у кого-то есть, можете примерно посмотреть, это то или не то. Далее оформляйте свою шапку, в аватарку, highlights. Прямо в Инстаграме? Да, по-настоящему.
И пишите посты, либо снимаете видео. Их выкладывать не обязательно, просто принесите их на флешке или принесите телефон, куда флешка воткнется. Завтра будет живой мастер-класс, который называется «Обратная связь. Завтрак для чемпиона». Понятно, про что это? Я буду чемпион в том, в чем я разбираюсь, и в том, куда я добавляю новые фишки. Будем смотреть и в режиме диалога добавлять какие-то... Я буду подсказывать, группа скажет понятно, непонятно. То есть вот очень важно фокус-группу какую-то собрать, чтобы они тоже дали какие-то свои рекомендации. Либо текст, либо видео. И еще вы поделитесь своими впечатлениями по поводу проективных методик, что вы из себя достали, про что ваш блог, и покажете нам либо пост, либо видео. Пост... Я не говорила такого. Да, либо пост, либо видео. Это вот к этому блогу, который мы сделали. Да. Если вы приносите текст, тогда можете его напечатать на телефоне и сделать скриншот. Скриншот, и потом я его выведу на экран. Понятно? Для всех. Если страшно, то что делать? Идти на страх, потому что там очень много энергии.